Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Усім прывітанне. У жывым эфіры Еўрарадыё рубрика, музычная рубрика, такога вы не чулі. Пры мікрафоне Маша Калеснікава. І сёння я вас пазнаёмлю з маладым беларускім выканаўцам, які збіраецца сёлета скарыць дзіцячае Еўрабачанне. Хлопца завуць Даніэль Ястрэмскі. Прывітанне, Даніэль. Прывітанне. Прывітанне, Сергей Андрыянаў. Прывітанне. Сергей, як заўсёды, недзе побач з Еўрабачаннем, ці прама ў ім. Ён сёння апекуецца Даніэлем і з'яўляецца ягоным піяр-менеджерам. Так. Вы вось літаральна зараз праехаліся па Беларусі з праматурам. Як увогуле успрымалі Даніэля, так? І ці пераканалі вы беларусаў галасаваць за Даніэля? Ну, я скажу, я как пиар-менеджер, поскольку конкурс «Детское Евровидение» в этом году будет проходить в Беларуси, я как пиар-менеджер поставил себе цель, чтобы представитель был по-настоящему народный. И вот мы решили, даже осмелились отправиться в такой промо-тур по стране. Это 12 крупных городов Беларуси, по 2 в каждой области. И вот начали мы с Могилевской области, и вот сейчас Минская область и город Минск. 25 августа у нас там будет финальное выступление в арт-пространстве «Песочница». Я спою авторскую свою песню, и мы там презентуем клип. Будет очень интересно, придет очень много моих друзей. Надеюсь, что вам всем очень понравится, все приходите. Скажи, Даніэль, калі ты зразумеў, што ты хочаш стаць спеваком, калі ты пачаў увогуле займацца музыкай? Год назад я закончил музыкальную школу по классу фортепиано, и сейчас на протяжении 5 лет я занимаюсь вокалом. С раннего детства мне очень нравилось петь, что-то наигрывать на фортепиано, и я решил пойти в музыкальную школу. Там я занимался хором, и после этого я решил пойти в продюсерский центр. А якім ты продюсерскім цэнтры? Studio Play. Ага. Ну і ўвогуле, то бок ты бачыш сябе на сцэне ў будучыні, так? Да, я думаю, что я пойду по этому пути и останусь певцом. А якія арыентыры, вось, напрыклад, для цябе? Хто з артыстаў, з музыкаў, беларускіх альбо замежных табе так падабаецца? Вось на каго б ты, можа быць, хацеў быць, ну, хаця б крышачку падобным? В Беларуси мне очень нравится такой исполнитель, как Герман Титов. У него очень хорошие песни. Также в России такие, как Дима Билан, Сергей Лазарев. Зарубежные исполнители — это Бруно Марс, Викенд. До рэчы, як табе праехацца было па Беларусі? Гэта быў твой першы такі вялікі гастрольны тур? Это был мой первый раз. Сначала я очень волновался. Мы приехали в торговый центр. Мы выступали в крупных торговых центрах. Я приехал, я сначала очень сильно волновался, но после того, как я вышел на сцену, я получил бурю эмоций от людей, которые меня слушали. Были аплодисменты, мне все очень понравилось. Колькі чалавек вось удзельнічаюць у фінале беларускага адбору на Еўрабачанне, так? І вось каго ты лічыш сваім, можа быць, наймацнейшым канкурентам, ці ёсць такія? Когда был отбор на национальный отбор, я послушал всех финалистов. Я считаю, что этот отбор будет очень сильный. Все достойны победы. Я желаю всем удачи 31 августа. Чтобы все хорошо выступили, чтобы все было хорошо. 10 финалистов в этом году, это традиционная цифра, и мы выступаем под номером 2. Добрая лічба. Добрая. Да. Так, ну што ж, тады мы зараз паслухаем песню «Time», з якой Даніэль будзе выступаць у фінале нацыянальнага адбору на Еўрабачанне 2018, дзіцячае Еўрабачанне. Калі ласка. Спрятаны слова и пустая тетрадь. Я снова где угодно, но не здесь. Снова ничего не успел сказать. Я не стану это терпеть. I'm going mad cause I'm ready to start. What is inside blowing right from my heart. How to see it, yeah, how to see it. So tired to keep all my feelings inside. Try to leave all my nightmares behind. How to see it, но как всегда, time, время подскажет мне, мы на одной волне. Ведь для меня time, это больше, чем тик-так. Это так иначе никак. Нужно
все расставить по своим местам. Сделать шаг и двигаться дальше. Целый новый мир для нас создам. Кто же сможет мне помешать? I'm going mad cause I'm ready to start. What is unsaid will arise from my heart. I to see hello, yeah, I to see hello. So tired to keep all my feelings inside. Trying to leave all my nightmares behind. I to see hello, oh, но как всегда. Время подскажет мне, мы на одной волне. Ведь для меня time это больше, чем тик-так. Это так иначе никак. Но как всегда time время подскажет мне, мы на одной волне. Ведь для меня это так иначе никак. Time is all mine. I know the more important thing in our lives. Don't want to bother kill your time on mine. No more. I'm going mad cause I'm ready to start. Такого вынішулі Даніэль Ястрэмскі, фіналіст нацыянальнага адбору на дзіцячае Еўрабачанне 2018, сёння прадставіў у музычнай рубрыцы у прамым эфіры Еўрарадыё сваю песню «Тайм». Дарэчы, Даніэль, чаму ты вырашыў браць удзел у Еўрабачанні? Детское Евровидение – это моя детская мечта. Я всегда мечтал побывать на таком масштабном конкурсе. И вот в этом году мне написали песню «Time» такие знаменитые композиторы, как Кирилл Гуд и Роман Колодка. И я решил принять участие в этом конкурсе. Дарэчы, у Сергея да себе пытанне, як да эксперта па Еўрабачанню. Наколькі вось тэндэнцыі, якія, напрыклад, мы бачылі у дарослым Еўрабачанні ў траўні, так, ну, нейкім чынам сутыкаюцца вось з тым, што адбываецца на дзіцячым Еўрабачанні, ці неяк это перасякаюцца, ці гэта зусім два іншых конкурсы, там розныя правілы, ну, правілы гульні ў сэнсе матэрыялу. Я разумею, все-таки это два разных конкурса, абсолютных два разных конкурса. Я хочу сейчас отметить именно для Беларуси, скажем, вот почему мой выбор именно пал на заниматься, участвовать в подготовке Даниэля к отбору детского Евровидения, поскольку мы хотим показать, поставили перед собой такую цель, показать новую Беларусь, европейскую Беларусь, скажем, уже не то постсоветское государство, к которому, возможно, уже привыкли на детском Евровидении, когда там звучат песни уровня «Шире круг» и так далее, а вот показать вот трендовую, такую тинейджерскую, молодежную историю. И мне кажется, у Даниэля это, в принципе, неплохо получается. Ну, але ўсё ж нешта такое падобнае, вось, напрыклад, музычныя нейкія тренды, яны і тут таксама маюць месца быць. Ну, конечно, не без этого, поскольку, скажем, Западная Европа, западная молодежь, она голосует, как правило, именно за трендовые композиции, в первую очередь. Это, скажем, Восточная Европа, она больше, скажем, может выбрать что-то такое, как «Шире круг». А в Западной Европе интересно что-то новое, любопытное, которое идет в ногу со временем, как минимум. Ну, добра, вось, напрыклад, таксама зразумела, што там дарослы пераможца Еўрабачання атрымлівае там мільённыя прагляды, усе сошаць за кліпамі і так далей. Вось які звычайна лёс, як звычайна складаецца лёс у пераможцаў дзіцячага Еўрабачання? Ну, пра Ксенію Сітнік мы ведаем, Інстаграм, Дзіва і гэтак далей. Ну, Алексей Жигалкович, мы, кстати, наш промо-тур, так могу сказать, символично начался с его свадьбы 4 августа. Вот у него была свадьба, а это у нас был первый город Бобруйск, мы его поздравили и поехали в промо-тур. Он режиссер, он снимает клипы, он снимает рекламные ролики. И, в принципе, я могу сказать, вот у нас тоже спрашивали, когда мы ездили в городах, почему
дети не возвращаются на взрослый конкурс. Лично мои ощущения, что в этом есть большое преимущество у детей по сравнению со взрослыми, в том, что они уже, скажем, в таком юном возрасте испытали эмоции Евровидения. И, конечно, чтобы испытать еще раз эмоции Евровидения уже на взрослом конкурсе, это надо очень много внутри иметь какого-то стержня и силы. Они все хотят снова возвращаться. Але такія, здаецца, прецеденты ж ёсць, калі там Сестры у Европе- Толмачевы из России возвращались, и я помню Мария Исабель, которая вторая победительница детского Евровидения, она пробовала свои силы в национальном отборе в Испании, но пока не прошла. Ну, как правило, зачастую дети остаются в музыке, то есть, нет, не то чтобы я скажу в музыке, а в медиасфере они остаются однозначно, точно. Кто-то идет в режиссеры, кто-то в артисты, кто-то в модели, кто-то в журналисты, в принципе, они остаются. В медиасфере точно. Ты увогуле, Даніэль, падрыхтаваны, ну, да таго, што, напрыклад, раз ты пераможца, ты едзеш у Мінск-арэну. Так, ты добра, напрыклад, валодаеш ангельскай мовай, каб камунікаваць там са сваімі калегамі вось па конкурсе з іншых краін? Да, я хорошо знаю английский язык. Также сейчас на протяжении подготовки я занимаюсь им. В школе мы его изучаем, так что я буду готов к этому. Ну, гэта добра, таму што заўсёды прыемна, калі вось, напрыклад, на Вібэнд вельмі добры, калі не было ніякіх праблем увогуле з журналістамі і з калегамі. Класна. Ну, то бок 25-го у вас канцэрт у Пясочніцы. Да. Так, 25 августа это завершающий концерт нашего большого промо-тура «Час подкажа» в арт-пространстве Песочницы. Там же пройдет презентация клипа на конкурсную песню. Я думаю, в принципе, Даниэль сейчас немножко расскажет про сам клип. Расповедите, пожалуйста. Мы снимали клип очень долго, это была очень сложная работа. Мы снимали его 17 часов, но это было очень интересно. Мы все устали, но это была приятная усталость. Было очень много локаций. Также в клипе снялась дочка Ларисы Грибалевой, Алиса Грибалева, и олимпийский чемпион Александр Богданович. Поэтому все, кто хотят увидеть мировую премьеру клипа, возможного будущего представителя Беларуси на детском Евровидении... Приходите в Песочницу 25 августа. Да, кроме этого, в Песочнице будет функционировать фуд-машинки «Час подкажа», которые будут угощать наших гостей, зрителей, друзей квасом «Час подкажа» и мороженое «Час подкажа». Что ж, дзякуй вялікі, поспехаў табе, Даниэль. И все смотрите финал отбора 31 августа. Я буду выступать под номером 2. Я спою свою композицию «Time». Надеюсь, она вам всем очень понравится. Голосуйте. Спасибо большое всем. Так, будем голосовать. Дзякуй вялікі, Сергей, дзякуй, Даниэль. Я нагадаю, сябры, што гэта была музычная рубрика «Такога вы не чулі», і сёння ў ёй фіналіст нацыянальнага адбору на 10-й Еўрабачанні 2018 Даниэль Ястрэмскі прадставіў свой трек «Time». Сустрэнемся.